Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто хочет вернуться в вашу жизнь? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо. Песок все покажет сам. И давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Угу. Так, на вопрос, кто хочет вернуться в вашу жизнь, идет такой ответ. Тот, кто сейчас очень несчастен и тотально одинок. Вот. Человек, чью жизнь перечеркнула куриная лапка. Ну, магия, да? Человек, либо порча на него была сделана, либо приворот. Вот именно этот человек хочет к вам вернуться. И знаете, еще почему-то идет такая информация, что человек как будто бы начал вас вспоминать. Может быть, опять же, потому что одинок начал вспоминать, а может быть, потому что был приворот, благодаря чему он вас забыл. А теперь приворот начинает таять, испаряться, уходить, да, потому что все у нас по времени идет, все подвержено законам времени. И человек начинает вас вспоминать. Вот. Человеку очень плохо, человек одинок, потому что вас не хватает, либо в принципе одинок. И вот именно этот человек хочет и вернуться. Также вижу, что именно этот человек сделал вам как-то максимально больно, либо больше всего боли причинил в жизни. Боли, страданий, мучений. Почему-то еще хочется сказать, прям такое предательство самое вот наглое произошло. Именно вот он предал, получается, вас. Но вы, конечно, как хотите, может быть, вы на него очень злые, но вот видите эту куриную лапу, которая перечеркивает ему жизнь. Сдается мне, что его испортили. Да? И все то, что произошло между вами, и все то, что он в жизни после этого познал, все пошло под знаком этой куриной лапы. Куриная лапа – это очень сильная магия. Магия, которая действительно ломает судьбы жизни. Опять же, возможность трезво мыслить, да, ломает людей. Ломает чувство достоинства даже этих людей. Все то хорошее, что было в жизни. Ой, вы, конечно, у меня все разные. Идет прям такое стойкое чувство, что человека действительно испортили. Портили именно его. Тут либо проклинали, порчу делали, либо действительно магией увели, уводили от вас. Да, теперь он начинает вас вспоминать, теперь как будто бы все возвращается на круги своя, и человеку очень хочется к вам. Ну прям такая жажда, потребность в вас. Вы давно с этим человеком не виделись, много времени прошло, у кого-то прям очень много. Но боль, которую человек вам оставил, она до сих пор по-прежнему жива. Болит, как будто бы вот это случилось буквально вчера. Вот настолько сильно болит. Либо когда вы об этом думаете, начинает так сильно болеть. Да, страдания. Благодаря этому человеку вы познали очень серьезные страдания в своей жизни. Вы его вините в том, что вы страдаете, страдали. Еще неизвестно, сколько страдать будете. Как будто бы этот мужчина посеял в вашем сердце много комплексов. Что-то он такое делал, что-то он такое говорил, либо как-то себя так вел, что вы начали комплексовать.
Может быть, даже после этого мужчины вы не смогли построить никакие другие отношения и, в принципе, стали бояться отношений, стали бояться любить. Ну да, в принципе, зачем мне любовь, если она приносит только боль, муку и страдания? Если в любви тебя предают, если в любви об тебя ноги вытирают. Но куриную лапу показали. Вы как хотите, но куриная лапа. Тут уж ничего не попишешь. Я не могу сказать, что этот человек все делал по собственной воле, по собственному желанию, что ему действительно хотелось вас унижать, хотелось сделать вам больно. Нет, как будто бы его принуждали, как будто бы не своей головой он думал, не свои слова говорил, как будто бы тело ему не принадлежало, ну, по крайней мере, его не слушалось. Так мне идет. Девушки, женщины мои хорошие, у кого в жизни не было предательства, от кого мужчина не уходил, это не ваша отсыпка. Не теряйте времени, не смотрите это видео, может быть, переходите на другие видео, на другие каналы. Ищите свои предсказания, свою историю. Но здесь вы четко увели. Увели, отобрали жизнь, разбили, сердца покалечили. Да и жизни тоже покалечили. Знаете, в чем здесь... не подвох, а скорее истина в том, что вы друг другу по судьбе были. По судьбе. Он вам был по судьбе, а вы ему были по судьбе. Но вот да, какая-то страшная сила вмешалась, либо какой-то одержимый злобой и ненавистью, черными энергиями человек вмешался и просто вот развел и заставил двоих страдать. Хотите верьте, хотите нет, но этот мужчина очень страдал. Он страдал не менее, чем вы. Просто вы многого не знаете, может быть, даже и не интересовались. Может быть, вы видели какую-то поверхностную картинку, там, где он с другой женщиной, и типа живут, там, и счастливые, улыбаются, там, детей рожают. Но на самом деле все было ровно не так. Человек абсолютно несчастный. Но вот представляете, вот он как робот жил, как биоробот. Но когда он бодрствовал, тогда вот эта магия прям давлела над ним. Он был как тряпичная кукла, которую вот дергают, и он подчиняется, да, потому что, это кукла, да, она сама думать не может. Кукловод все решает за куклу. Но когда он, например, спал, то его подсознание просыпалось. И это подсознание прям очень томилось и страдало без вас, тянулось к вам. Вы ему постоянно снились, постоянно. У кого-то даже отыграется, что каждую ночь вы ему снились. Но, опять же, магия давила. Я не знаю, что-то произошло, магия разрушилась. Либо срок приворота истек, либо тот, кто делал, отправился к праотцам, но либо мужчина, может быть, сам что-то предпринимал для того, чтобы эта магия рассеялась. Что-то произошло. Знаете, здесь такая печальная, драматичная история, когда человек, он-то ведь все помнит, что он делал, он понимает, что это не он делал, либо как по принуждению делал, знает, сколько боли вам причинил. И хочется, и кажется, что все мосты уже сожжены. То есть он-то очень хочет к вам вернуться, но уверен, что вы его не примете, что вы не поверите в его историю, что вы не поверите, что снились ему каждую ночь, не поверите, что он был таким несчастным, не поверите, что он вас любит. Именно в таком ключе идет информация. И вообще, знаете, вот энергии такие грусти, боли и тоски. И вот я вам делаю эту отсыпку, да, я понимаю, что мне нужно вам тут знаки пояснять, а мне прям самой аж больно становится. Какое-то чувство безысходности, несвободы, вот такое идет прям. Эх. Так, ладно, настрадались. В общем, оба настрадались, хотя вам не вдомек, что мужчина очень сильно страдал. Кстати, да, еще вот как вариант, может быть, та, кто его увела, нашла себе более какую-то выгодную партию, более какого-то перспективного мужчинку, и этого от себя отвязала, зато нового кого-то привязала. Ваша соперница очень сильный человек, да, надо отдать должное, сила есть, как там, ума не надо, да. Скорее всего, у нее есть способности не только хотеть, но и делать. Да? Многие хотят, но сделать не могут. А здесь как бы все сошлось воедино. Женщина-потребитель, женщина ради
своих интересов ни перед чем не остановится. Для нее нет ничего святого, и ее ничто не тронет, и как бы не боится она ничего, не боится. Почему-то уверена, что она всемогущая, и бояться ей нечего. Но это, конечно, глупость несусветная. Все под Богом ходим, да, все там будем. Вот, но черное сердце делает свое. Видите, вот он несчастный стоит, а вот она. Кстати, возможно, вам подскажет, кто она. Попа большая, видите, прям так показали, что у нее очень большой зад. Ну, фигура такая, вот у нее большепопая такая женщина. Вот, видите, отвернулась она от него, но над ним куриная лапка. Так, девочки, вот я его показываю еще с рогами. Рога ровные и острые. Значит, эта женщина на глазах у него, либо в его присутствии позволяла себе измены. Да? Бывает, когда рога такие ветвистые, как вот у оленя, да, тогда вот в тайне изменяли. А когда такие прямые и ровные, то есть козлом его делала, понимаете, козлила по-черному, значит, она ему изменяла в его же присутствии. Ну, у него на глазах это все происходило. Да, разрушила она вам жизнь, обоим разрушила жизнь. Ну да, как бы я тут ни крутила, все равно вывод один. Магией увели, магией жизнь обоим разрушили. Ну, как-то так идет. Вас показывают тоже несчастную, прям такой болезненный след, рана, которая не затягивается. Опять же, повторюсь, сколько бы времени ни прошло, а рана до сих пор не затянулась. Знаете почему? Потому что этот мужчина и был вашей любовью. Потому что ваше сердечко именно его только готово принимать, других не готово. Ну вот это пресловутое по судьбе. Родные души, родные сердца. Я вижу, что у вас были другие отношения. Возможно, даже сейчас вы с кем-то в отношениях. Но такой любви, такого яркого счастья, таких ярких эмоций, как с тем, кто, ну, вот он вышел, да, у вас ни с кем другим не было. Просто не было. И это не значит, что вы тогда молоды были и по-другому все воспринимали. Нет, нет, это просто был ваш человек по судьбе, которого у вас отобрали. Он был хороший парень, был очень перспективный, и по характеру был покладистый, и были у него очень хорошие, крутые задатки. Кстати, семья у кого-то еще отыграется. У мужчины была очень такой неплохой и дружной, и вполне себе обеспеченной. Скорее всего, эта женщина именно на это и позарилась. Вот. И когда она на него начала делать эти привороты, вот у мужчины сразу испортился характер, мужчина стал агрессивным, буйным, несдержанным, мог даже, ну, какие-то вот пристрастия у него могли появиться, там, алко, нарко, да, в таком ключе. В общем, как будто бы зверем стал, да, как будто бы в один день все хорошее из него вот испарилось. Вы его даже не узнавали, да, в последние там моменты вашего общения вы его просто не узнавали. А если у вас от этого мужчины дети, либо ребенок, он холодным стал, абсолютно равнодушным ко всем, к вам, к ребенку, к своим родителям. Просто вот как будто бы всю любовь из его сердца, всю доброту просто высосали, да, выбрали, забрали. Но это магия такое творится с людьми. Мужчина — жертва магии. Вот. Так оно и показано. И еще показано, что этот мужчина очень часто как-то тайно, инкогнито проходит мимо вас, проходит мимо вашего дома. Не может осмелиться показаться на глаза. Но вот как будто бы он не хочет, чтобы вы видели, во что он превратился, но насколько сильно он сдал. И также реакции вашей побаивается. Боится, что вы прям на него там накинетесь, обматерите, прогоните. Очень сильно боится. Ну а так он довольно-таки часто ходит вашими дорогами, довольно часто он вас видит, наблюдает, грубо говоря. Может, и в интернете наблюдает. Может быть, и рядом с вашим домом где-то ходит. Может быть, даже и так, и так. Я вижу, что идет какое-то время как час X, да, либо ваше время придет, когда вы все должны узнать, когда все раскроется, все узнается.
И для вас это время в плюс пойдет, да, потому что вы всю правду узнаете и уже будете принимать решения, отталкиваясь от той правды, которую узнали. А для вот этой, ну, я не знаю, как ее назвать, в общем, не могу я подобрать слово, в общем, для вот этой женщины, для нее будет, наоборот, час, который в минус пойдет, как обратный отсчет. Ну, потому что нельзя это делать, нельзя. Каждое зло, оно будет покарано. А если человек еще не останавливается в своем зле, ну, высшие силы, у них есть методы, способы, как остановить. А на вопрос, почему высшие силы это допускают, ну, видите ли, мы здесь все проходим свои испытания. И высшие силы дают нам до последнего времени на то, чтобы мы осознали свои ошибки, на то, чтобы мы в них раскаялись и попытались все это исправить, да, вымолить прощение. Вот этой женщине много шансов давали. Но у нее много силы, понимаете, много силы. Она могла бы эту силу пустить на помощь другим. Да, она могла бы стать хорошим целителем, либо хорошим энергопрактиком. Да даже могла бы стать ясновидцем, да, который бы подсказывал и помогал людям. Но она выбрала путь тьмы. Путь наживы, путь власти. Такой путь она выбрала. И вот ей до последнего давали возможность. Ну, не воспользовалась, что поделаешь. Так что вот он час, вы в плюс уйдете, вы все узнаете, все раскроется, а ей в минус все пойдет. Да, девочки, так иногда бывает. Если бы этот мужчина имел хотя бы такую крошечную искорку надежды, он уже бы был у ваших ног, вымаливая ваше прощение. Но поскольку как-то вы так расстались, что-то вы такое еще ему сказали, он понимает, что, ну, скорее всего, не примете, не готовы, не сможете простить. И что бы он вам ни сказал, вы все равно ему не поверите. А может быть, он тоже чувствует, что скоро придет это время, когда все раскроется. И может быть, вы к нему смягчитесь, может быть, вы к нему немножко поменяетесь. И тогда появится эта искра надежды. Потому что он рядом с вами стоит, он недалеко от вас. Совсем недалеко. И стоит вам его, ну, грубо говоря, позвать, он тут же будет около вас. Он об очень многом жалеет, хотя я не вижу в этом его вины. Если его магией уводили, то какая его вина, что он сделал не так? Ну, подавили его волю, лишили его воли. Он действовал по чужой указке. В чем его вина? Он никак не мог бороться с этим злом. Абсолютно никак. И вы, видно, тоже, наверное, как-то не так среагировали. Если бы вы понимали, что дело касается приворота магии, может быть, вы тоже бы что-то предпринимали, пытались бы ему помочь, хотя бы даже силой своей любви, отмолить его, да, чтобы магия не так действовала, либо вообще перестала действовать. А вы, видно, сразу в обиды ушли. Ну, конечно, предал, конечно, это очень обидно. Видите, как все сошлось. А вообще, судя по этим рисункам, видите, вот здесь дверь нам большая светлая показана, что дверь еще откроется. Дверь куда? К дереву. Дерево, которое дает плоды и цветы. То есть еще все возможно вам с этим человеком заново вот это дерево холить или лелеять, растить, собирать не только цветы, но и плоды. Вот. Дверь еще откроется, показано. Возможно, когда вся правда раскроется, когда вы уже все будете знать, все будете понимать, не только, например, с моей отсыпки. Там, наверное, еще какие-то люди будут задействованы, когда вы четко убедитесь, что это ваша именно история, четко про вас, про него. Дверь может и открыться. Дверь к дереву, цветы и плоды. Но это именно семейное дерево. То есть такой поворот еще даст ваша судьба, но и его тоже. Сейчас на подступе к этой двери огромный камень лежит, видите, в виде песочных часов. Но когда время выйдет из этих часов, ну, камень этот растворится, его больше не будет. И тогда уже вы будете, потому что вы выше, а он ниже, вы большая фигурка, а он меньшая фигурка. Тогда уже вы будете принимать решение, войти в эту дверь с ним, либо не входить. То есть принуждать никто не будет. Это будет исключительно ваше решение. Да.
Знаете, в чем тут загвоздка? Но опять же, несмотря на то, что вы все разные, вот идет мне такая информация, что вы ни с кем другим такой счастливой никогда не были, как вот именно с этим мужчиной. Ну вот просто не были, не было вот таких вот ощущений. Не было этого всепоглощающего счастья любви, всенаполняющего счастья любви не было. И вы, может быть, от этого вам настолько больно, и так все болезненно воспринимаете. Были другие мужчины, и даже сейчас у кого-то есть мужчина, но это все не те, это все не то. Душа как будто бы не принимает этих других мужчин. И вы себя сами пытаетесь убеждать, договариваться со своим сердечком и говорить, что мужчина хороший, он порядочный, он нас любит, давай дадим шанс. Сердечко такое: нет, нет, не мое, да, не принимаю. Да, у кого-то так это играет, что вы с кем-то живете, а той самой настоящей любви не испытываете. Потому что вся ваша любовь, вот она с этим мужчиной осталась. Ну что ж, время придет, вот они, песочные часы, тут уже ждать совсем недолго. Двери вам откроются, и тогда уже все вы для себя, мои хорошие, решите. Принимать, либо посылать. Но только вижу, что с этим мужчиной вы можете быть счастливы. По-настоящему счастливы. Так, еще показывают мне женщину, которая тоже хочет вернуться в вашу жизнь. Эта женщина, она то ли родственница, то ли подруга. Опять же, вы разные. Женщина, с которой вас именно жизнь развела. Ну, так случились обстоятельства, сложились обстоятельства, да, что вы в одну сторону пошли, она в другую. Где-то она от вас, ну, на расстоянии находится. Она вспоминает те дни, когда вы были дружны, как вы друг другу помогали, как вам было хорошо, как вам было весело. Прям тянется к вам, тянется. Вот смотрите, так как с вами она дружила, ни с кем больше она дружить не смогла. Ну, просто нет таких больше людей, как вы. Вот, хочется к вам. Хочется опять дружить, даже если на расстоянии, может быть, в интернете дружить. Ну, либо на созвоне быть. Вы для нее были больше, чем друг. Вы для нее были, как, не знаю, личный психолог. Она могла вам все на свете про себя рассказать, и вы всегда находили те самые нужные и важные слова, которые ее и успокаивали, и утешали, и опять же обнадеживали. Вот. Очень она сильно в вас нуждается. Не потому, что у нее какие-то проблемы в жизни, но потому, что она чувствует, что время уходит, что действительно других друзей она не нажила. Ну нет, нажила, конечно, но все это не то. Вот. Хочется именно с вами опять возобновить отношения. Но опять же, это все будет зависеть от вас. Вот. Вижу, что у нее много свободного времени, она ни в чем не нуждается. У нее такая фривольная, спокойная жизнь. А у вас наоборот, жизнь такая, как гонка с препятствиями. Да? Вы постоянно в делах, в заботах, туда-сюда, это, пятое, десятое. Буквально круглые сутки, 24/7, абсолютно по горло, под завязочку заняты. Вот. Ну, вижу, что она как-то до вас то ли дозвонится, то ли, может быть, в интернете достучится. Друг другу вы явно обрадуетесь. Но она обрадуется гораздо больше, чем вы. Вот вижу, что для нее это прям такое счастливое событие, но для вас просто радость. Да? Потому что вы ей будете рады, вы хорошо дружили, вы хорошо друг друга понимали. Вот это еще будет. Итак, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.